Добрый день всем. Меня зовут Мадина Ибрашева. Я являюсь представителем ЮНЕП в программе БЭЧ Центральной Азии. Я также являюсь сотрудником подразделения ЮНЕП по вопросам индустрии и экономики. Добрый день. Я Гульнара Абдукалыкова, являюсь координатором проекта «Партнерство за действие по зеленой экономике» в рамках ПРООН. Здравствуйте, Эрмек Аширов, заведующий отделом стратегического планирования Министерства экономики и коммерции. Наверное, я начну, да? Надо прежде всего понять, что зеленая экономика – это долгосрочная стратегия. И важно ее правильное определение приоритетов и построение, знаете, таймлайн. То есть, что мы должны сделать в такой-то период времени. Простыми словами, зеленая экономика, не хочется прям сильно утрировать, конечно, нацелена на то, чтобы через экономические механизмы снизить нагрузку на окружающую среду, при этом внимание уделить особое на благосостояние граждан и на экономический зеленый рост, и при этом снизить антропогенную или нагрузку на окружающую среду. Вот три составляющих у нас получается. Это окружающая среда, это социальная справедливость, инклюзивность. И третье – это зеленый экономический рост. Вы же здесь отметили, что есть сектора экономики. Есть энергетика, есть сельское хозяйство, есть, допустим, транспорт, туризм и так далее. И в каждом направлении, конечно, можно и нужно, я так думаю, выбирать успешные кейсы. Допустим, если мы говорим по транспорту, да, самый лучший кейс, наверное, это нордические страны, да. То есть там у них действительно переход прошел на электромобили, скажем так, сколько он занял? До 10 лет, наверное, да, постепенно они переходили. Какая у них была политика, да, какие были субсидии, там, какие были преференции, что работало, что не работало, что можно к нам применить. То есть такие нюансы имеются. То есть это требует своего анализа тщательного, требует изучения их законодательства, где они делали интервенции, где мы можем также сделать. Понимаете? Бывает так, что там это сработало, а в наших реалиях может что-то пойти не так. И вот вопрос, как сделать так, чтобы это пошло по правильному пути. Да, специфика своя. Да, своя специфика есть. Простыми словами можно сказать так. Экономический рост использует природные ресурсы, да? Но мы знаем, что природные ресурсы, они ограничены, не возобновляются. Поэтому при планировании экономического развития мы всегда должны учитывать потенциал природных ресурсов. То есть мы сегодня все использовали, природные ресурсы истощены, и какое будет развитие для будущего поколения. Вот сегодня мы должны очень хорошенько подумать об этом, когда мы делаем стратегии, план развития, когда мы вводим новые технологии, мы всегда должны иметь в виду природу, потенциал природы. То есть развить зеленую экономику – это энергосбережение, ресурсоэффективность, это учет экологических вопросов в экономическом развитии. Я бы тоже хотела добавить, программа ЮНЕП рассматривает зеленую экономику как возможность, помимо экономического роста и социальной справедливости, как было сказано, также сохранение того, что умеем. То есть использовать те блага, которые есть в повторяющемся режиме. То есть это циркулярная экономика. Здесь я хотела бы обратить внимание, это и переработка мусора, это использование пластика, который был ранее произведен, если это позволяет, это отказ от одноразовой пластиковой продукции и так далее. Вот. И здесь, конечно, вот эти три компоненты, нет такого, что какая-то главенствующая, только экологическая или только социальная. Они сбалансированы, должны быть сбалансированы все три компонента. Равнозначно. Да, равнозначно. Поэтому сегодня мы же имеем цель устойчивого развития до 30 года. То есть это устойчивое развитие с учетом и экономических факторов, и экологических, и социальных факторов. То есть во взаимосвязи. Мы не можем рассматривать уже изолированно. Да? Мы же имеем 7 заповедей Манаса. Один из 7 – это гармония с природой. Всегда.
должна быть. И с собой. И с собой даже. Но при этом, чтобы экономический рост, он был такой, знаете, действительно сбалансированный с учетом этих моментов, да. Так, не только такие, знаете, хищнические способы развития, то есть в голове только темпа роста и так далее, но при этом мы должны учитывать, как правильно это все сделать. И как раз такие моменты, это и, в принципе, зеленой экономики. Очень важно продвигать устойчивый образ жизни. Вот вы сказали заповеди Манаса. В гармонии с природой и собой. Это чтобы мы понимали, что мы часть этой системы. Мы должны бережно к этому относиться и, соответственно, разумно использовать те блага, которые есть. Да. Мы должны оценить то, что у нас имеется. Да. Пока есть. Я скажу, что все приоритетные. Потому что, ну, видите, когда мы реализовывали программу, и сейчас по завершению ее, мы видим, что не все было равномерно, да, скажем так, развиваться. Где-то мы впереди, где-то отстаем, то есть по секторам экономики, то есть по интервенциям. Допустим, мы немножко хорошими такими темпами идем в части низкоуглеродного транспорта. То есть вы же понимаете, что со стороны государства самая необходимая задача — создание условий. То есть мы создали условия, убрали НДС, добились нулевой пошлины на ввоз электромобилей. То есть такие, знаете, основы, да. Мы увидели эффект через года полтора, наверное, два. То есть количество электромобилей уже начало увеличиваться, потому что частный сектор, он заинтересовался этим. И вот сейчас недавно у нас был акселератор, в рамках которого мы установили зарядные станции. То есть постепенно это направление мы развиваем. Другой вопрос, сейчас надо решить вопрос финансирования. Потому что, опять же, без финансирования переход действительно к принципам зеленой экономики — это затруднительно. Либо она по времени очень сильно растягивается. Сейчас вторая фаза программы зеленой экономики будет сфокусирована на этом. Мы должны учитывать еще вопросы изменения климата. И наша страна очень подвержена к этой, скажем так, да, тенденциям. Самый важный ресурс — это вода. И эта вода, она прям действительно влияет и на сельское хозяйство, и на нашу общественную жизнь. И она влияет также на энергетику. Понимаете? Это также элементы адаптации к изменению климата. Такие моменты мы должны все учитывать. Так, очень большая работа предстоит в части управления отходами. Там начинаются такие очень, я бы сказал, большие процессы, потому что внедряется РОП, это расширенная ответственность производителей. Также был принят закон об утилизационном сборе. То есть эти все моменты сейчас начнутся внедряться. И очень важно, чтобы государственные органы работали с частным сектором именно в тесной связке, да, чтобы постоянно были обсуждения, дискуссии, чтобы госорганы набрали фидбэк, да, по тем нормативно-правовым актам. Это очень важный момент, потому что частный сектор, он всегда является драйвером. И задача государства — очертить правила игры, чтобы они были четкие и ясные. Если этого нет, то начинаются непонятные моменты, да. И в этой связи главное, чтобы и в частном секторе, и государство не договорились, что такие-то правила игры будут, и давайте их соблюдать, чтобы это удовлетворяло и частный сектор, и государственный сектор. Отметить, что есть определенный прогресс в продвижении зеленой экономики в нашей стране. Например, вот мы работаем с Министерством экономики уже с 2017 года. Ну, на уровне политики все документы наши ключевые отражают, интегрируют вопросы зеленой экономики. Но вопросы в сфере реализации. Поэтому мы на второй этап будем уделять особое внимание вопросам устойчивого финансирования. Потому что стратегии есть, и для реализации этих стратегий нужно финансирование. Поэтому мы сейчас работаем с Министерством экономики для запуска механизма зеленого финансирования. Там Союз банков участвует, Министерство экономики и коммерции.
То есть мы планируем, что в первом квартале уже начнем общественное обсуждение по проекту зеленой таксономии. Это такой специфический документ, который требует именно больших таких частых общественных обсуждений, потому что самое главное, чтобы частный сектор его принял. А это не так, что, допустим, госорганы взяли, разработали, согласовали и приняли. В таком случае будет идти отторжение, понимаете, рынок. Но главное, чтобы рынок принял его и понял, как с ним работать. Вот такие моменты имеются. У правительства должно быть хорошее понимание, да, что такое зеленый продукт, услуги, и должно быть общее согласие, да, что мы принимаем такие-то устойчивые критерии. И вот в рамках программы Page вот были разработаны такие критерии устойчивости. Там они разделяются и по категориям, и, значит, рассматривают весь цикл, да, производства и жизни продукта. Жизненный цикл товара. Да, да. То есть эти вещи уже началось обсуждение, но одно дело обсуждать, другое дело непосредственно применять на практике. Поэтому я думаю, что вот следующий этап – это как раз уже продвижение и применение таких, реализация таких пилотных проектов. Может быть, и в сфере устойчивого финансирования, да, работы с банками, создание зеленых таких кредитных линий, которые будут оперировать этими критериями устойчивости. Это в секторе устойчивых государственных закупок, да, где правительство будет видеть и вести переговоры с частным сектором. И здесь вопрос, насколько частный сектор, малый и средний бизнес будут готовы производить такую зеленую продукцию, чтобы она отвечала критериям устойчивости. Вопрос такой, что когда мы говорим по секторам экономики зеленой, то в каждом секторе есть свой курирующий государственный орган. Если мы говорим про энергетику, это вопрос Министерства энергетики, да? Если мы говорим про устойчивые государственные закупки, это вопрос Министерства финансов. Да. И опять же вопрос стоит, все крутится вокруг законодательства о государственных закупках. Как внедрить туда статью или момент, или отсылку, то, что при выборе должны определяющим критерием являться жизненный цикл товара. Да. Правильно же? Да. Вопрос, для чего мы это делаем? Но на законодательном уровне это необходимо закрепить. Насколько я знаю, в законодательстве это есть вопросы закреплены на подзаконном акте, вопросы эколейблинга. Но нет закона сертификации. Нет, вы сейчас говорите чуть про другое. Я говорю, сам замысел, зачем мы это должны сделать? Не упоминая про эколейбл. Не знаете? Замысел. Угу. Смысл, почему мы должны это сделать? Смысл внедрения зеленой продукции? Нет, жизненного цикла товара. Ну, потому что есть разные подходы. И нам нужно выбрать и то, что производится на территории Кыргызской республики, он имеет экономический приоритет. И здесь нужно рассматривать три составляющие: социальная, экономическая и экологическая. Насколько это экономически выгодно, с одной стороны, насколько это будет решать вопросы социальные, и с точки зрения экологии минимальное воздействие на окружающую среду. Самый важный момент, то, что через государственные закупки государство также дает сигналы, правильно же, Да. частному сектору, Да. что является приоритетным, правильно же? Да. То есть это опять же игрок, да, на этом рынке, задает некие тон или правила игры, да? Это первый момент. Второе, то, что мы должны понимать, что дешевая вещь, да, скажем так, Не всегда качественная. некачественная, да, и это как черная дыра, да, то есть мы постоянно тратим на одни и те же вещи, явления постоянно, это как черная дыра, уходит, но надо даже как-то этот вопрос переосмысливать. Лучше мы заплатим на 20-30% дороже, да, но эта, скажем так, услуга или технология или работа, она прослужит, допустим, от 3 до 5 лет дольше. И отдача будет больше. И отдача будет больше. Да, вот именно важный момент поменять mindset. Мышление. Да, потому что мы должны понимать, хорошо, есть такая проблема, мы ее сейчас закроем, чуть, может, дороже, да, она будет, но потом мы к нему не будем возвращаться, мы будем уже другие вопросы закрывать. То есть вопрос именно в этом стоит, как бы с нашей точки зрения, да, почему это должны вводить, потому что
когда есть две разные, ну, как бы одна категория, один товар, но выбирают тот товар, который дешевле. Принцип цены, да, у нас является определяющим в пользу него. Но вот мы должны понять, что дешевая, она не является, ну, не обладает хорошими качествами, да. И мы должны переходить в сторону устойчивости. А это же вопрос налогоплательщика же. Мы же платим же, правильно же? Налоги и наши обязательства. И, соответственно, мы должны тоже к этому внимание уделять, чтобы это было более эффективно. То есть критерий устойчивости товаров в основном, Да. да. И да, и здесь должно быть соответствие. И здесь, конечно, нужно работать с бизнесом, чтобы они понимали. Потому что что-то можно переработать, использовать во второй раз. Что-то можно использовать только один раз, но оно прослужит дольше. И это будет выгодно, и оно пользуется спросом. То есть экономическая выгода здесь будет хорошая. То есть много моментов, и это, конечно, работает. Не все и не всегда. Для бизнеса самое главное, чтобы им дали плюшки в виде налоговых преференций. Ну, это естественно, да. Но при этом, понимаете, самый момент такой, что и частный сектор должен быть социально ответственным. Нам главное создать благоприятные условия для бизнеса. А дальше они уже сами находят. Надо отметить, что у нас бизнес такой гибкий, мобильный, он очень такой адаптивный, да. И это очень хорошо, кстати. Наша задача создать правильные рамки, определить правильные правила игры и сказать, что, ребята, если вы это сделаете, то у вас будут такие-то преференции, да, или там такие-то плюшки будут. Хорошо. То же самое, смотрите, по электромобилям. Созданы условия, бизнес заинтересовался, они завозят, есть спрос, есть и предложение. И при этом, скажем так, бизнес на этом тоже неплохо зарабатывает. Другое дело, что сейчас у нас это задача по расширению и вопрос зарядных станций. Я надеюсь, в следующем году количество будет увеличиваться. И это направление, наверное, будет дальше усиливаться, увеличиваться. Мы к этому должны прийти. Проводили небольшое исследование в нашем регионе Центральной Азии и рассматривали тоже готовность рынка именно производить зеленую продукцию и готовность бизнеса. И, к сожалению, то, что мы увидели, ну, это в Кыргызстане тоже бизнес, есть желание, есть стремление. Но само понимание, что такое зеленый продукт, еще недостаточно. То есть здесь надо будет просвещать, рассказывать, объяснять. И то, что мы сейчас видим в секторе устойчивого финансирования, к сожалению, банки немножко развиваются отдельно и не всегда воспринимают, то есть не видят интересы и потребности бизнеса. Вот есть такой момент, и эксперты их озвучивали, и мы их тоже озвучивали. Такая же оценка была проведена нами вместе с Министерством экономики и коммерции по оценке спроса и предложений рынка. Есть ли спрос и предложение для проектов при финансировании зеленых финансов? Но анализ показал, что потенциал есть, хороший потенциал есть, имеются проблемы, трудности. Вот надо работать над этими проблемами. Это и проблемы законодательного характера, проблемы информационного характера, проблемы потенциала, то есть кадровые вопросы. То есть это надо комплексно. Да, относительно устойчивого финансирования. Надо понимать, что сейчас у нас кредитные продукты, они дорогие. И, скажем так, во-первых, ставка дорогая, и во-вторых, срок возвратности очень короткий. То есть бизнесу на самом деле накладно. И опять же вопрос стоит, как сделать так, чтобы и продукт был более-менее приемлемый, да, и при этом возвратность как бы увеличить до 5 и выше лет. То есть вопрос именно сдача финансирования стоит именно также в этом плане, да. Это же опять же благоприятные условия для бизнеса, когда он может взять ресурсы под зеленый проект. Опять-таки же вопрос к регуляторам и к сектору, что они должны понимать, что если это проект зеленый, то мы ему даем ресурсы на более длительный, потому что мы понимаем, что производство зеленых товаров, да, скажем так, условно говоря, опять же вопрос стоит, как определить, что товар зеленый.
он требует времени, он требует вложений. Это не так, как наши определенный бизнес привыкли. Деньги вложил, быстренько прокрутил, вытащил, да, то есть такие краткий цикл такой, быстрый, да. Это уже чуть другие правила игры. Это другой концепт, это другое понимание. То есть ты вложился, какое-то время идет, только потом идет отдача. То есть это опять же, я все пример хочу привести, зарядные станции, да. Это требует таких инвестиций значительных. Но ты их поставил, да, все ты установил зарядную станцию, но отдача будет не сразу же, это будет постепенно, но потом это будет иметь нарастающий эффект. Вот это надо понимать. Но один плюс большой, загрязнение воздуха немножко как бы лучше, как бы снизится Да. за счет Я электромобилей. Есть надежда, да? Здесь комплекс, понимаете? С одной стороны, это электромобили. С другой стороны, это у нас то, что автопарк, он очень сильно устарел. А в-третьих, мы должны понимать, что сколько у нас автомобилей, которые возрастом 15, 20, 25, 30 и больше, это сколько составляет. Что с ним будем делать? Опять же, качество ГСМ. Опять же, это транспортная как бы инфраструктура. То есть, вы же видите, каждый день у нас, начиная с 5 часов до 8 часов, это пробки. А то вот они все стоят, и это все задымление идет, да? А вот как с этим тоже бороться? Это же вопрос кому? Муниципалитету или ГАИ? Как-то отрегулировать моменты, да, там, допустим, чтобы пешеходы сперва прошли, потом машины проехали. А не так, что пешеходы проходят, машины ждут, потом в конце только одна-две машины успевают проехать, и все стоят. То есть это комплексный подход, понимаете? Мы упор сейчас делаем именно, чтобы завести большое количество электромобилей на нашу территорию. А с другой стороны вопрос, что мы должны сделать со старым транспортом. Потому что это как бы рано или поздно приходит в негодное состояние. А вопрос, кто будет утилизировать. Да, вопрос утилизации. Вот, вопрос к этому, да, стоит. Электронное оборудование. Да, и вот наши коллеги из Министерства природных ресурсов, они разработали и сейчас обсуждают вопрос утильсбора. Но опять-таки мы нашим коллегам говорим, хорошо, давайте делать это постепенно, во-первых. И нам очень важный момент был, как вы посчитали ставку утильсбора на тот или иной товар, то есть товарную позицию. То есть должна быть какая-то методика утвержденная. На основании этой методики уже высчитывается, правильно? Сколько примерно должна идти выплата по тому или иной товарной позиции. А не так, чтобы мы взяли среднеарифметическую, там, сложили, высчитали, потом выкинули, то есть обсудили там с кем-то из частного сектора и все. Ну, так не пойдет. Это неправильно. Я вот хотела добавить, ну, поскольку мы работаем во всех 5 странах Центральной Азии, Кыргызстан здесь лидирует в вопросах усиления межведомственного сотрудничества. Вот то, что вы сказали, что вопросы устойчивого развития – это не приоритет только Минэкономики и Минэкологии. Тут абсолютно все ведомства должны быть вовлечены в этот процесс, у каждого своя ответственность. И здесь я думаю, что вот показательна именно та работа, которая проводится в Кыргызской республике. И роль бизнеса, и роль неправительственных организаций. И вот такой комплексный подход, он как раз будет эффективным, если каждый внесет, правильно подойдет, и будет разговор такой на государственном уровне и с заинтересованными стейкхолдерами, всеми заинтересованными сторонами. Мы не можем вмешиваться, да, там, в чужую политику, допустим, по энергетике мы не можем туда лезть и говорить Министерству энергетики, что вы должны так-то, так-то делать. То же самое Министерство сельского хозяйства. Мы даем им направление. А надо понимать, что Минэконом, он является как бы, скажем так, как командиром, наверное, на лодке, да, зеленой, где говорит, что мы должны двигаться туда. И при этом мы являемся как бы фильтром, да, чтобы те или иные моменты, как опять же по утильсбору, не прошли. Мы говорим, что так неправильно, надо сделать в таком да, формате. И главное, чтобы все понимали, что это процесс, он будет длиться, наверное, не 1 год.
И очень важно, чтобы сейчас у нас возникает такие явления, как кадровый голод. И нужно поднимать потенциал понимания, чтобы все понимали, чем они занимаются и куда мы должны двигаться. Насчет взаимодействия между всеми министерствами. Минэкономики сейчас мы вместе работаем по использованию методов, как это называется, моделирования зеленой экономики. То есть сейчас на сегодня у нас есть группа моделистов, мы их называем при Минэкономике. И вот мы постараемся, чтобы эти моделисты помогли всем министерствам и ведомствам сделать вот эти взаимосвязи. Вот если в секторе сельского хозяйства вот такие меры будут приняты, какие последствия хорошие, негативные могут быть для другого сектора. Вот, Помимо этого была такая идея, что госорганы, они разрабатывают свои стратегии. Допустим, если хоз свою стратегию, энергетика свою, транспорт свою и так далее. Для нас было важно и интересно, чтобы те меры, которые они закладывают в стратегии, да, чтобы они его продемоделировали и посмотрели, действительно это имеет тот эффект, который они думают, что это сработает и как это сработает. на Да? среднесрочный и долгосрочный. Да, на среднесрочном, да. Чтобы это было как бы в связке с национальной стратегией. И через моделирование мы хотели посмотреть, насколько это действительно уместно и целесообразно. Также у нас есть, мы создали координационный комитет по зеленой экономике, где есть ключевые государственные органы, есть наши партнеры по развитию, и также есть частный сектор. То есть это платформа, которая как раз таки обеспечивает взаимодействие всех трех сторон, и где мы обсуждаем, поднимаем вопросы там, по зеленой экономике, там, по преференциям, то есть все возможные вопросы, которые в рамках зеленой экономики должны продвигаться. Пейдж – это инициатива, глобальная инициатива ООН по продвижению зеленой экономики в разных странах мира, где они работают. Сюда входят 5 агентств. В Кыргызстане, например, ПРООН является координирующим органом совместно с ЮНЕП. Также участвует МОД, Международная организация труда, Организация по промышленности ООН и Учебный и исследовательский институт ООН, ЮНИТАР. Вот с 2015 года эти организации вместе работают в рамках этой инициативы по своим мандатам. Например, ПРООН мы работаем с Министерством экономики и коммерции для внедрения вопросов зеленой экономики, программы стратегии развития страны. Вот это первая программа как раз наш совместный продукт. И сейчас мы продолжаем работу над разработкой второй программы до 2028 года. Да? До 28-го. Да, 28. 28-го. Пятилетка. И другие, и как раз вот вопросы моделирования зеленой экономики тоже мы работали совместно с Минэкономикой и с GIZ. Второе направление, где работают агентства уже по своим узким тематикам. Вот она, Ассоциация вузов за устойчивое развитие, как раз разработано несколько учебных программ уже по разным темам зеленой экономики. Они уже внедрены программы обучения и идут курсы. Я бы хотела, буквально 2 слова добавить. Я не буду сейчас касаться вопросов фискальной политики в сельском хозяйственном секторе, это делали тоже наши коллеги. Я хотела бы обратить внимание на устойчивые государственные закупки, потому что это было большой частью, то есть большим проектом, который мы вели в рамках Page, и есть уже существенные результаты. Нужно сказать вот буквально 2 слова, что в Кыргызстане 12,6% составляют госзакупки от валового национального продукта. Это достаточно значительная цифра, потому что если брать страны ОСР, это Западная Европа, там от 12, развивающиеся страны это 30%. Поэтому вот здесь мы устойчивые госзакупки ОГЗ рассматривается как спящий гигант. То есть если его разбудить, он может поднять все вопросы продвижения зеленой экономики абсолютно во всех секторах экономики. Транспорт, сельское хозяйство, даже оборона,
питания, здравоохранения и так далее. Каким образом правительство своим отношением и то есть приоритизацией зеленого роста показывает им и бизнесу, и показывает, значит, обществу о том, что это стратегически важное направление. Поэтому мы продвигаем вот эти зеленые продукцию, зеленые услуги и товары. Соответственно, перестраивается бизнес, перестраивается финансовая система. И тем самым, но здесь опять же 3 компонента: социальная, экономическая и экологическая, которые они сбалансированы между собой. Потому что написано может быть красиво, но нам надо начать уже все это опробировать. Пришло время пилотных проектов, когда и Минфин здесь, который играет ключевую роль в этом процессе, Министерство экологии, Министерство национальной экономики, да, опять же, межведомственное сотрудничество, чтобы продвинуть это, сдвинуть с мертвой точки и ввести вот этот критерий устойчивости для продукции. Но это буквально в 2 словах, что было сделано и какие есть перспективы. Здесь важную роль играет Минфин, потому что он является как бы держателем, да, этой системы государственных закупок. Через них это все проходит. Они определяют. Там, кажется, есть департамент, да, государственных закупок. Да. Очень важный момент, понимаете, не просто ввести эту норму, а вопрос ее реализации. Всегда начинаются непонятные такие явления именно в части реализации. На бумаге может быть все красиво, но интерпретация у каждого по-разному. То есть это самовыстроение системы, да, она требует очень таких усилий. Один важный момент, знаете, мы надо с чего-то начинать. И обычно я помню, что Минфин он согласовывал вопросы лампочек. То есть мы уже должны отойти от лампочек накаливания. То есть государство дает сигнал рынку, что все, она больше не будет закупать лампочки накаливания. Мы переходим только на энергоэффективные лампочки. Все. Это уже сигнал для рынка, что накаливание уже не пойдет. Что государство ставит приоритет на энергоэффективные лампочки. Опять же идет сигнал. Майлысусский завод, он что, должен перестраиваться или как? Понимаете, то есть это как бы все взаимосвязано. Если он перестроится, значит эта продукция уже будет идти напрямую в части госзакупок. То есть уже появляется такая и банки должны перестраиваться. И банки должны перестраиваться. То есть это такая система, да, идет. Ночная лампочка, хорошо. Следующий этап. То есть мы должны как-то так поэтапно переходить, определять, что начинать надо с малого. С малого и не быстрыми шагами. Да. Вот, например, другие страны, я вот делилась сегодня с Гульнарой, 10, 15, 20 лет, и у них пошли результаты. А мы хотим в течение 3, 4, 5 лет. Это невозможно. Ну, не получится так. Это требует таких усилий, это требует знаний, это требует понимания проблематики, да. Потому что если ты проблему правильно интерпретируешь и определишь, то, соответственно, будет пути решения же ее. И вот недавно же был саммит по ЦУР на высоком уровне в рамках ООН. И наше руководство выбрало инклюзивную зеленую экономику как один из приоритетов развития страны. То есть наравне с образованием. Качественное Потому что образование, да, ключ. Инклюзивная экономика, сокращение бедности и работа над неравенством. Это была 5-летняя программа. В нем были заложены действительно амбициозные цели до того времени. Потому что и понимание было по зеленой экономике, знаете, такие представления, да. Действительно, пандемия отразилась значительно. Также отразилась перестройка госуправления, потому что были определенные госорганы, они, скажем так, трансформировались в другие госорганы. Самый основной посыл и как бы задача и цель этой программы была в том, чтобы про зеленую экономику начали говорить. И то, что мы сидим здесь, я так считаю, что это один из результатов того, что программа все-таки достигла самой основной цели, что про зеленую экономику начали говорить на высоком уровне. И это уже выстраивается в государственную политику. Вот это должна была, скажем так, в этой части программа выполнила свою задачу.
последующий этап мы уже делаем ее более реалистичной. Нам не нужно, знаете, там 300, там, не знаю, 400 задач. Мы выберем там, ну, буквально немного, но чтобы они были достигнуты и реализованы. Больше будем делать на качество. И упор будем больше делать на финансирование. Вопрос, что мы, во-первых, мы должны научиться правильно и эффективно использовать внутренние ресурсы, а потом только уже нацеливаться на внешних игроков. И самое главное, таксономия. Да. Я просто хочу сказать, что, ну, может быть, я сейчас злоупотреблю своим положением, но сейчас мы активно разрабатываем со многими партнерами в Кыргызстане создание академии принципов устойчивого финансирования. Это будет онлайн-платформа, где все банки Кыргызстана не только смогут пройти серьезные тренинги и получить сертификаты. То есть это уже, как вы говорите, пересмотр мышления, пересмотр подходов. И мы очень надеемся, что это даст хороший толчок. Именно переориентации банков на зеленые, правильные зеленые кредитные линии, которые будут доступны и полезны для бизнеса. Я хотела сказать, что зеленая экономика это не импортное понятие, да? Это сидит в нас, потому что я же сказала про заповеди Манаса. То есть развитие страны, развитие нас, развитие сообществ в гармонии с природой. То есть мы можем начать каждый с самого себя. Вот внутри семьи, в офисах, где мы работаем, в местах, где мы отдыхаем. То есть наше поведение, наши подходы, да? Ну, насчет энергосбережения. Вот дома, если мы не используем свет, мы выключаем, тоже приучаем, да, всех своих детей, внуков. Ну, бережное отношение к воде, к электроэнергии. Вот с таких малых, элементарных. Ну, я, например, когда пришла в ЮНЕП и начала заниматься этими вопросами вплотную, я отказалась от потребления мяса. Это на меня произвело такое сильное, хотя я казашка по национальности, но я поняла, что надо пересматривать какие-то вещи. Приходя в магазин... Это ваш выбор, да? Да, это мой выбор, но на меня это так воспроизвело, и моя семья, глядя на меня, тоже мы отказались там, от каких-то видов, да, этой продукции. Будучи в магазине, я всегда беру с собой сумку, тряпичную сумку. И когда мне предлагают, вам нужен пакет? Приобретите пакет. Я очень громко там очередь, я говорю, вы знаете, весь мир сейчас отказывается от пластиковых пакетов. Давайте мы будем с собой носить сумки. И меня всегда мама дёргивает и говорит, ну ты не на работе, да. То есть вот такие вещи, настолько мы пропитаны, потому что мы в это верим, сердечно верим, и мы хотим, чтобы это работало, поэтому мы стараемся это распространять максимально вот среди близких и родных тоже.